В эфире новости. Студия Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Ситуация с COVID-19 в России стабилизируется, но может измениться в любой момент. Президент провел совещание по ситуации с коронавирусом. 56 новых случаев в Якутии. Как и кому сейчас делают тесты на COVID-19? И новое место для селфи. Необычный арт-объект появился в Якутске. Что хотел донести автор проекта? Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в рамках совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. Однако президент высказал предосторожность о том, что необходимо постараться избежать повторного введения режима ограничений из-за пандемии, тем более масштабных. Для этого нужно принять все профилактические меры. Путин подчеркнул, что количество случаев заражения COVID-19 в России постепенно сокращается. Однако эпидемиологическая ситуация может измениться. Предпринять все возможные помощи группам риска. В июне, в июле количество заражений коронавирусом в России постепенно сокращается. По оперативным данным, число новых выявленных случаев сейчас практически в 2 раза ниже, чем в период пиковых значений мая. Вместе с тем хочу сразу сказать, ситуация остается сложной и, что называется, может качнуться в любую сторону. Вот именно поэтому, кстати говоря, мы с вами и собрались. И поэтому никаких поводов для самоуспокоенности, для того, чтобы расслабиться, забыть про рекомендации врачей, нет. Тем более, что пока далеко не во всех регионах страны удалось добиться устойчивого снижения числа заболеваний. В ряде субъектов Федерации положение дел остается сложным. В числе первоочередных задач, которые поставил глава государства перед всеми участниками совещания, в том числе и на перспективу, это надежность поставок медикаментов на внутренний рынок, создание вакцины от коронавируса, обеспеченность всем необходимым оборудованием, вплоть до масок и антисептиков, а также правильная разъяснительная работа по вакцинации населения, которая, безусловно, должна носить добровольный характер. Между тем, в Якутии еще 56 человек заболели COVID-19 за сутки. По-прежнему самое большое количество инфицированных в столице республики – 47 человек. Также новые случаи зафиксированы в Алданском, Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Абыском, Амгинском и Чурапчинском районах. Один пациент с коронавирусной инфекцией скончался. Во время брифинга по эпидситуации в Якутии заместитель руководителя регионального оперштаба Ольга Балапкина пояснила, как и кому сейчас делают тесты на коронавирус. А те лица, которые у нас подлежат госпитализации, в обязательном порядке проходят тестирование. Просто-напросто необходимо работать со своим врачом. А если есть, такие случаи, когда перед госпитализацией требует соответствующего, теста, не предоставляя такую услугу в услугах государственных учреждений здравоохранения, сразу давать звонок на контактную линию, которая продолжает работать в Министерстве здравоохранения Республики Саха-Якутия. 94% пациентов с коронавирусом в Якутии выздоровели. По этому показателю республика занимает 2-е место в Дальневосточном федеральном округе. Как долго восстанавливается организм, где пройти реабилитацию и кому она показана в первую очередь, выясняла Юлия Великодная. Иван Степанов называет нынешний период своей жизни постковидным. Его выписали из больницы, но организм еще ослаблен, и ему предстоит длительное восстановление. О недавно перенесенном коронавирусе напоминает одышка. Занятия спортом даются непросто, и после долгих разговоров чувствуется, что не хватает воздуха. Само собой, я не чувствую себя так, как чувствовал до заболевания. И сейчас одышка, она в любом случае есть. Я сегодня для того, чтобы начать восстанавливать свой организм, начал заниматься пробежкой. И чувствуется, что легкие, они действительно поражены, получили большой удар. И
пока я не вернулся. Я чувствую, что мой организм еще не готов к сильным нагрузкам. За всеми этапами лечения Ивана следили подписчики в Инстаграме. Капельница, осмотр врача и обследование на компьютерном томографе. Мужчина вел блог из обсерватора, записывал видео процесса выздоровления. Я думаю, что я делался еще легко. Форма болезни протекала несложно, в легкой форме. И во время лечения, несмотря на то, что у меня было КТ-3, сложная форма, заболевание легких, я себя хорошо чувствовал. Но это за счет лечения, за счет сильных антибиотиков, и за счет нахождения в пульмонологии. Коронавирусное поражение легких сильно отличается от обычной бронхопневмонии, и традиционные подходы к реабилитации этой категории пациентов неприменимы. В Абалахском центре Нижнего Бестяха открывается отделение реабилитации для перенесших COVID-19 на 30-40 койко-мест. В первую очередь он рассчитан на пациентов, переболевших в тяжелой форме. Рекомендация, конечно, начинать медицинскую реабилитацию именно с интенсивной терапии при достижении стабилизации состояния пациента. В центре у нас будут, согласно этим методическим рекомендациям, которые выпустил Союз реабилитологов, это лечебная физкультура в основном, физиолечение, механотерапия, массаж и так, все упражнения, так как у нас теплое время года, мы можем это проводить на улице. Наибольший процент жителей, справившихся с COVID-19 в Чукотском автономном округе – 96%. Якутия находится на втором месте – это 94%. На третьем месте – Забайкальский край, где коронавирус победили 89% от общего числа заболевших. Юлия Великодная, Евгения Хлопков, Якутск. Московские кинотеатры готовятся к открытию. Уже 1 августа они примут первых зрителей. Какие нововведения ждут любителей попкорна и из каких фильмов начнутся премьерные показы, узнаем у Максима Кардозо. 3D, большой экран, попкорн. Теперь все это снова будет доступно москвичам и гостям столицы. После 4 месяцев карантина 90% всех кинотеатров мегаполиса снова открываются для гостей с 1 августа. И теперь пришедших будут ждать не только новые фильмы, но и новые правила. Будет предусмотрена шахматная рассадка. Но если люди самоизолировались вместе, безусловно, они могут сидеть вместе. Никаких требований похода в маске в кинотеатр для гостей нет. Есть только требования для персонала. Персонал, безусловно, будет это придерживаться. Ну и само собой будет очень четкий, жесткий контроль за сотрудниками, за тем, чтобы они, во-первых, были здоровы, потому что проверка, температуры несколько раз в день проводится в кинотеатрах, естественно, использование масок, перчаток. И, собственно, наш призыв к аудитории заключается в том, что по максимуму призываем покупать билеты онлайн. Это удобно, это легко, это просто. По мнению экспертов, киноиндустрия в целом одна из самых пострадавших от коронавируса. И бизнесмены пока настороженно строят планы на будущее. Сложно и понять, пойдут ли массово люди в кино после самоизоляции. Чтобы привлечь посетителей, решено не повышать цены на билеты. Есть скидки и для детей, и для студентов, и для семей. И, естественно, цены на фильмы на повторный прокат, они гораздо ниже среднерыночных. Если посмотреть на ценовое предложение, то оно более чем доступное, потому что, как мы уже сказали, мы транзакционный бизнес, нам очень важно именно вернуть людей в кинотеатр. Вернуть зрителей в кинозалы должен и репертуар. В первые недели проката на экраны выйдет сразу 10 фильмов разных жанров. Это фантастика, комедии, триллеры, семейные картины российского и зарубежного производства. Вслед за Москвой уже готовы снять ограничения еще несколько регионов, например, Тульская область и Республика Коми. Остается надеяться, что скоро и в Якутии можно будет пойти в кино. Максим Кардозо, Виктор Олесов, Москва. Пьянство и работа на производстве – вещи несовместимые. В этом году в Алроса приняли новую антиалкогольную политику. В рамках программы на всех промышленных объектах установили мобильные алкотестеры. Приборы находят нарушителей за считанные секунды, как проходят контроль трезвости сотрудники на рабочем месте и чем чревато злоупотребление спиртным. В следующем материале.
Промывочный сезон на Приискирелях начался в апреле. В этом году 201-й драге предстоит обработать 490 тысяч кубических метров россыпей. В теплые дни дорога каждая минута, говорят обогатители. И в месте, где и так уровень опасности высок, выпивший сотрудник может стать серьезной проблемой для производства. Наша работа очень ответственна. Ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь. Это может повлечь за собой несчастный случай и травматизм, ну и, соответственно, может повлиять на всю структуру подразделения. Сегодня работники алмазной компании, которые работают на промышленных объектах, обязаны проходить тест на трезвость 2 раза – до и после смены. Если кто-то здесь еще и употребит алкоголь, то при выходе, естественно, все это покажет алкотестер. При выявлении мы составляем акт о нарушении внутриобъектового режима и акт о задержании лица, работника. И потом мы отстраняем от работы, передаем мастеру по режиму. Алкотестеры установлены во всех производственных предприятиях. Давайте проверим, насколько они правильно работают. Показывает, что в норме, а если у сотрудника в крови обнаружен алкоголь, то загорелась бы красная кнопка. Антиалкогольная политика «Валроса» действует на всех объектах компании – в офисах, полевых партиях и вахтовых поселках. С нарушителями разговор короткий, увольняют с внесением в личное дело. Служба безопасности выявляет нетрезвых сотрудников на проходных или фельдшер в медицинских пунктах при прохождении предсменных медицинских осмотров. Подается информация руководителю структурного подразделения о такого рода сотрудниках. И уже затем мы можем проверить, какие меры были приняты к этому работнику. Если он не был уволен в нарушении политики компании, в нарушении наших приказов, то вопрос лежит сразу к руководителю. Ну и, соответственно, дисциплинарная ответственность также лежит уже на руководителе структурного подразделения. Всего с начала 2020 года «Валроса» из-за страсти к бутылке уволили больше 50 сотрудников. Иванна Филиппова, Анна Винокурова, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». Площадь, охваченная пламенем в Якутии, уменьшилась на 1247 гектаров за счет ликвидации пожаров в зоне контроля. Всего на территории региона действует 100 очагов. Площадь активного горения 385 гектаров. За сутки возникло 14 возгораний, 11 ликвидировано. С огненной стихией боролись более 750 человек и 84 единицы техники. Для защиты села Алека-Кёль задействована аэромобильная группировка регионального управления МЧС России в составе 20 человек. В Момском районе базируется авиация МЧС России. Вероятность задымления существует на территории 10 населенных пунктов на территории Верхоянского, Среднеколымского, Момского и Тампонского районов. Необычный арт-объект в виде ажурной руки установили в столичном парке культуры и отдыха. По словам автора проекта, объект создан для популяризации сварочного дела и сохранения окружающей среды. С мастером пообщалась наш корреспондент Агафья Гоголева. Необычный подарок жителям столицы преподнес мастер-сварщик Михаил Ситов. Конструкция в виде руки выполнена из металлических прутьев и по задумке автора означает, что люди сами создают свой собственный мир. Официального названия у арт-объекта пока нет, но автор надеется на помощь горожан. Но арт-объект больше всего напоминает киберруку, мне так приходит в сознание. Но вообще, как бы просится название, что умиротворяющая рука, просящая второго дополнения. Как-то что-то с этим связано. Понравилось ли вам? Очень молодец сварной, который это все сделал. Все, воцельтовалил, все это создал, молодец. Данный арт-объект я бы назвала «Рука помощи». Ассоциируется у меня с сериалом «Игра престолов». Да, есть такое. Ага. Что-то типа трона. На изготовление руки ушло 3 недели. Высота арт-объекта составляет примерно 1 метр 70 сантиметров и весит примерно 60-70 килограммов. Увидеть конструкцию можно в глубине парка рядом с домом-перевертышем. Моя работа называется «Все в наших руках». Почему я так назвал? Потому что мы сами создаем этот мир. Нет никого, кроме нас самих. И, собственно, все в наших руках. Как отреагировали ваши друзья, знакомые? На самом деле очень тепло, положительно. Мне приятно
Тоже спасибо за их поддержку. Теперь у горожан появилось новое место для селфи. В скором времени, по словам представителей городского парка, здесь установят еще арт-объекты, а завершит композицию яркое светодиодное освещение. Агафья Гоголева, Григорий Николаев, Якутск. К этой минуте у меня пока вся информация. Оставайтесь с нами.